Во времена правления императора Клавдия более 250 лет назад жил христианский проповедник Валентин. Император повелел своим солдатам не жениться и оставаться холостыми. Так он полагал, что они будут лучше нести службу. Поэтому Валентин шел навстречу любящим и тайно скреплял их союз. Узнав об этом, император Клавдий пришел в гнев и приказал отрубить голову проповеднику. Перед казнью Валентин отправил своей возлюбленной письмо, которое сейчас мы все называем Валентинкой. Мужчина погиб из-за любви. Вскоре христиане причислили его к лику святых, и День Святого Валентина стал отмечаться как праздник всех влюбленных. 14 февраля имеет поистине мировое признание и популярен во многих странах. Но оказалось, что везде есть свои нюансы. Так, в Южной Корее вся ответственность ложится только на женские плечи. Этот праздник исключительно для мужчин. Девушки радуют своих возлюбленных подарками, водят их в рестораны и устраивают сюрпризы. Своим мужчинам кореянки дарят главным образом шоколад и парную одежду. Многие корейские девушки смотрят на Запад, и они хотят в этот день тоже получить также что-то, но на самом деле это невероятно глупо, потому что для девушек есть 14 марта. Это день влюбленных для девушек, или по-другому его называют белый день. Это тот день, когда парни покупают подарки своим девушкам. Негласное правило, что парень должен купить подарок девушке в 3-4 раза дороже, чем она подарила ему. А что касается Америки, то в этой стране День всех влюбленных считается главным праздником. Валентинка по своей популярности уступает только рождественским открыткам. Наиболее популярными подарками в США считаются открытки, цветы и конфеты. Американцы в этот день выражают свою любовь всем дорогим сердцу людям. В школе, да, люди дарят просто всем Валентин. То есть уже кому-то кажется неприличным не подарить Валентинку своему другу, подруге. В Америке стрёмно быть в день Святого Валентина без пары. То есть могут даже прям загнобить. В Америке, в принципе, без парня, без девушки жить, так. В общем, с социумом не очень принимаются такие люди. Ну а пока весь мир отмечает День всех влюбленных, в Петербурге о таком празднике, казалось, и не слышали. В северной столице все намного проще. 14 февраля даже не знаю, что это такое. День всех влюбленных. День всех влюбленных. Очень приятно. В семье буду отмечать, наверное, с женой. И все же 14 февраля – это прекрасный повод сказать своему любимому человеку самые искренние слова. Пусть этот день будет пронзен стрелами купидонов, а сердце наполнено счастьем и невероятной романтикой. Айсена Бурнашова, Санкт-Петербург. Специально для Нового дня.